Жильцы деревянного двухэтажного дома по адресу Пионерская, 16/1 обратились в «Эхо столицы» с просьбой помочь в их ситуации. Дом находится на 17-м квартале. Как известно, территория болотистая, со временем дом осел. В итоге здание оказалось в низине, и его ежегодно топит талыми водами. Однако еще никогда вода не добиралась до их квартир, да еще и в марте. В этом году рядом с соседним домом Пионерская, 14/1 была обнаружена течь неизвестного происхождения. Несколько кубов воды хлынули в подъезд дома, а после уже и в квартиры номер 2, 10 и 11. Постепенно течь нарастала, с понижением температуры она замерзла, образовались наледь и лужи под снегом на огромной площади. Я не могла зайти в подъезд, потому что мы все жильцы, которого второго подъезда, мы не могли зайти, у нас все в воде было. Доклад на это в воде, у меня вся площадка была в воде, вот столько в дверь воды было. Когда я открывала дверь, эта вода вся мне в квартиру заходила, понимаете? И я вынуждена была всей семьей вылазить в окно. Вот, фотографируйте меня. Не в окошко-то, хоть вот так. Вот снизу, если мне там видно же. И что? 1,5–2 метра. О. Несмотря на неоднократные попытки достучаться до управляющей компании «Юнион», которая обслуживает этот дом, никто эту наледь убирать не планирует. Водоканал теплоэнергии и жилкомсервис не нашли на этой территории своих инженерных сетей, а стало быть, и ответственность за судьбу жильцов брать на себя не планируют. Поэтому жители дома обратились за помощью в «Эхо столицы». Мы связались с главой строительного округа, и он приехал встретиться с жильцами. Течь прекратилась тогда еще, да, поэтому в связи с этим пока поиски течи мы сейчас приостановили, потому что никак не можем понять, откуда течь идет. Даже вообще представить не могу, откуда вот эта вот вода. Там 3 недели мой заместитель по ЖКХ совместно с водоканалом сюда ездили, искали воду, анализ воды сделали, это не канализационные воды, то есть получается это либо водоканала, либо откуда. Там незаконные врезки мы искали, и в настоящее время так и не обнаружили. Представитель УК «Юнион» сообщил редакции, что ответственность берет только за состояние дома и отвечает за инженерные сети по срезу дома, а все, что связано с прилегающей территорией, не его компетенция. Даже в этом случае наледи с подъезда они обязаны были вычистить, но ВОЗ и ныне там. Вот вода была у Посудова. Вот. Сейчас даже дверь я не могу нормально открыть. Вот. Если закрыть, то с той стороны. Вот эту вот открывала, вот. Она вот закрывалась, и вот эта вода вот плюхала туда. Ну вот они, видите, как отдолбили? Это разве отдолбили они? Подъезд-то вода будет сейчас, когда таять на улице-то. Она же будет равномерно к нам идти сюда, сюда, сюда. УК не остановила течь, и только по факту спустя 2 месяца она стала выкачивать с квартир талые воды. А с наступлением минусовых температур течь остановилась, потому что вода попросту замерзла. Как нам сообщил глава управы Василий Пенигин, согласно мастер-плану строительства микрорайона Спортивный на территории 17-го квартала, дом по адресу Пионерская, 16/1 попадает под снос и расселение. Если правильно понимаем, вы сказали то, что этот дом, он уже вошел в список. Да. Тех домов, которые в этом году будут расселяться. Это по информации службы госзаказчика, они нам отправляли список домов, 19 домов, да, и там плюс еще частные дома попадают, то есть в общем 25 домов попадает под зону застройки социальных объектов, и в том числе вот этот дом. Думаете, что до конца года их уже расселят, да? Ну да, должны расселить. В летнее время, скорее всего, должны будут это все проводить. Жильцы беспокоятся, что с потеплением вся эта глыба льда растает и хлынет вновь в их дома. И вместо превентивных мер управа и УК «Юнион» будут только по факту затопления откачивать мотопомпами с их квартиры талые воды. Но Василий Пенигин уверил нашу редакцию, что уже на следующей неделе Якутдорстрой будет вывозить всю эту наледь. Мы эту наледь поставили в этот план. На следующей неделе или на следующей неделе уже начнут убирать его. Силами Якутдорстрой, скорее всего, вот наш заместитель по ЖКХ там разговаривал. Источник течи не обнаружен до сих пор. Ответственных за это лиц тоже не нашли. А следовательно, есть все риски, что с плюсовыми температурами, даже с учетом вывоза наледи, впоследствии жильцы многострадального дома вновь окажутся под водой. Надеемся, что управа строительного округа не пустит это дело на самотек. Наша редакция будет следить за развитием событий. Анжелика Замятина, «Эхо столицы».